Наш сённяшні герой незвычайны. Былы міліцыянт, кадэт. Ён звольніўся з сілавых структураў адразу пасля выбараў. Далося гэта непроста. Цяпер ён хаваецца ад сваіх жа былых калегаў. Адразу прашу прабачэння за тэхнічныя складанасці, але іншай магчымасці запісаць яго не было. Мы паразмаўлялі, наколькі гэта магчыма, ананімна, у мэтах яго бяспекі. Да вас як звяртацца у межах запісу, у межах нашай размовы сённяшняй? Здравствуйте, называйте меня Максим. Хорошо, скажите, Максим, кім вы працавалі ўвогуле? Якая у вас была пасада, якая структура? Работал я в милиции, то есть занимал должность помощник дежурного. То есть в милиции я уже проработал 2 года. А чаму и калі вы вырашылі звольніцца? Ужасные действия происходили с 9 августа по 13. У нас, получается, были такие ворота, куда заезжали гусики. То есть уже непосредственно с заключенными, политзаключенными. Их привозили с бусов, просто вытаскивали, волокли по земле, кто-то бился головой, то есть ставили к стенке, били дубинками очень сильно, вплоть до гематом, вплоть до крови, и никого не жалели. Отбивали ноги, отбивали руки, чтобы человеку было сложно стоять. Это ужасно просто. И с них там тоже что-то образно спрашивали. То есть спрашивали у них, били, если не отвечали. А если отвечали, то все равно били. Безжалостно это делали. И вообще непонятно, почему они это делали. Им нравилось. То есть помимо того, что они за это получали деньги, так им еще и нравилось то, что они делали. Они радовались, они смеялись, то есть они так об этом рассказывали. Вот я там человека побил, и с такими эмоциями это рассказывали, то есть это ужасно. Но, то есть им придавало удовольствие какое-то, когда они избивали людей. И это страшно, это страшно. Это ужасно, это реально ужасно, и я их просто не понимал. Я не понимал, зачем. Оплачивали с 9 по 13, там, то есть по 500 рублей давали за каждый день образно. Там были очень жестокие дни, когда, то есть они избивали, они получали за это деньги. Вот конкретно, наверное, если брать про ОМОНовцев, я не знаю, ну, то есть им тоже доплачивали, потому что все-таки они по большей степени, так сказать, творили беспредел. Ці была у вас нейкая магчымасць дапамагаць пацярпелым? Ці вы што-нибудь рабілі, каб іхнія пакуты былі меньшыя? Ну, работая в жизни, то есть я помогал морально, то есть я пытался поддерживать, говорить, что все будет хорошо, что мы победим, что недолго осталось, так сказать, нынешней власти. Они боялись, они думали, что я вот там подставной, и на самом деле я не могу их осуждать за это, потому что я понимаю, во-первых, то, что им пришлось пережить. Я просто очень часто ставил себя на их место, и просто это было ужасно. Это человека избили, дали сутки, дали штраф. Просто за то, что вот он оставил свою честь, достоинство. Мне в уме не укладывается, как так вообще возможно. Я не мог там работать. Это просто такая, я извиняюсь, гнилая система, что просто ужасно. То есть первый раз я хотел уволиться 10 августа. Вот, 9 августа я не работал, потому что у меня был выходной. И то есть я слышал, что происходит, я слышал сирены, я слышал крики, то есть я сразу же пошел к заместителю начальника по идеологической работе. Вот, и там поговорили, и мне и пригрозили, что меня будут бить, если я не буду подчиняться и если захочу уволиться. Об этом узнали коллеги, вот, и, то есть вот прихожу я на курилку, и мне говорят, иди отсюда, крыса. Не человек просто, и до увольнения меня считали крысой, то есть меня вот так обзывали, и на самом деле это очень сильно десморалило, и было очень неприятно, но я справился, я это сделал, и ни о чем не жалею. Вот,
Когда я работал в Жотино уже непосредственно, вот, я там нашел много ребят, которые готовы были мне помочь. То есть, вот я рассказал, что я хотел уволиться, то есть, пытался уволиться еще в августе, то есть, вот 10 августа. Рассказал им свою историю, вот. Непосредственно мне дали контакты, непосредственно куда обращаться, что делать. То есть, и уже по инструкции я следовал. Ці шмат такіх людзей в органах, як вы, якія супраць гэтай сістэмы, але проста ці хочуць сысці і не могуць, ці не сыходзіць па нейкіх прычынах, напрыклад, каб дапамагчы тым, хто змагаецца за свабоду. Увольнялся я один, и то на мое место пришло человек 5. То есть 5 с улицы, необученных, дали форму, и то есть, в принципе, то есть МВД на тот момент не врало, и они набирали именно таких бойцов. Вот. Не надо было учиться, просто так в общих чертах рассказали, что надо делать, и они были готовы это делать. Безжалостные, продажные, которые ради денег готовы, не знаю, все сделать. Ви за сябе не баіцеся, але я за вас, шчыра кажучы, баюся пасля таго, што вы расказалі. Але у нас праграма такая «Беларус беларусу», яна пра падтрымку. Вы б маглі загадаць нейкае сваё жаданне ці мару? Мечтаю закончить курсы по IT. Хотел бы, то есть, развиваться в этом направлении. Просто, к сожалению, нету инструментов, так сказать, чтобы продвигать это. Вот. У меня нету, допустим, вот компьютера, нету... Есть сильное желание научиться, но вот нету каких-то там вот определенных вещей, которые помогли бы мне в обучении. В любом случае, хочу очень сильно работать, и чтобы платили честно и достойно, так сказать, за сделанный труд. Максим, дзякуй вам вялікі, што вы згадзіліся на гэтую размову, за вашу смеласць, за вашу адкрытасць, за вашу шчырасць. І вот для мяне вы сапраўдны герой, што вы гаворыце гэтую праўду так неабходную цяпер беларусам. Дзякуй.